Будет умным, независимым и лучше, чем в Дубае. Проекту «Умный город» быть. И отвечать он будет только нашим интересам, заявил на днях премьер-министр страны Сапар Исаков. Реализовать проект правительство планирует собственными силами на собственные деньги. В бюджете профицит свыше 3,5 миллиардов сомов. Под рукой интернет и человеческий ресурс, отметил глава Кабмина. Почему бы и не реализовать «Умный город» самостоятельно? Когда правительство, наша команда принимаем решения, мы исходим в первую очередь из национальных интересов страны, горожан, жителей. Соглашение еще не вступало в силу. Оно должно было вступить в силу после того, как были бы готовы технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация, когда подсчитана и окончательно откорректирована цена проекта. В ходе подсчета подготовки технических аспектов мы выяснили, что те технические характеристики, которые хотим получить мы, наши партнеры не могут полноценно выполнить. Это первое. Второе, по предварительным подсчетам наших экспертов, этот проект точно не стоит 60 миллионов долларов, а стоит дешевле. В этот раз за реализацию проекта возьмутся 3 структуры. Сердцем программы выбрали ГРС. Структура будет отвечать за программное обеспечение. За оптоволоконную линию, связь и обслуживание сети – Кыргызтелеком. С госказны деньги можно взять лишь на покупку камер и светофоров. А вот установку муниципалитетам городов Бишкек и Ош придется взять на себя. Потраченные на проект деньги Кабмин планирует возвращать с выписанных штрафов. Такой расклад не только поможет сэкономить деньги, но и станет гарантом в плане безопасности персональных данных, говорят эксперты. Информация будет под защитой госорганов. А с учетом того, что Бишкек на 80% обеспечен оптическим интернетом и ваши оптические линии тоже проведены, мониторинг можно запустить без каких-либо проблем. Единственный минус – только сроки, подчеркивает Айбек Куренкеев. Все зависит от техзадания, распознавания лиц и номеров, офлайн или онлайн режим. На все это может уйти от полугода до в лучшем случае 3 лет. Если наши специалисты нашими усилиями это все реализуют, мы не будем платить никакие лицензии. То есть, потому что в рамках первого проекта силами иностранных компаний очень большую долю занимала плата за лицензии. Это вот нагрузка на бюджет на ежегодной основе. Мы должны были платить лицензию за то, что пользуемся чужим софтом, программным обеспечением. В случае, если мы это реализовываем самостоятельно, соответственно, конечно, мы не привязаны к вендору, мы не привязаны к разработчикам, мы самостоятельно можем реализовать. Да, есть, конечно, небольшой минус о том, что мы это будем делать не разом и не так быстро, но зато мы можем это делать по мере необходимости на тех участках, там, я не знаю, дорог, перекрестков, где это больше всего необходимо. И по мере окупаемости этих затрат мы будем реализовывать эти проекты уже в других областях, городах и так далее. И в Кыргызтелекоме, и в ГРС ресурсы имеются. Кадровый потенциал, техническая база и плюс ко всему, продолжает эксперт, на базе ГРС уже существуют разработки, которые упростят внедрение проекта. Тем более работа начинается не с нуля. Более того, в отличие от китайской компании Huawei, в ТЭО будут включены интересы государства. В парламенте с инициативой правительства депутаты соглашаются. Недоумевают лишь по одному поводу. Насколько оправданно было отказывать тому же Кыргызтелекому ранее. Технические условия для запуска проекта у них были. Даже приходили инвесторы, которые были готовы вложить в него средства. Программа «Умный город» при рассмотрении бюджета на 2018 год в рамках Тазаком мы закладывали в бюджет более 1 миллиарда сомов. На сегодняшний день мы все стали свидетелями того, что правительство вышло из программы инвестиционного проекта с Huawei «Умный город». Это говорит о том, что мы еще раз всегда должны надеяться только на самих себя. И вышеуказанный проект мы можем реализовать своими силами. В этом отношении наша страна или наше правительство ничего не потеряло, мы только потеряли время, главное. И я надеюсь, за все это упущенное время мы наверстаем и поэтапно сможем реализовать этот проект. О проекте, в рамках которого планировали установить видеокамеры на дорогах Бишкека и Аша, на трассах Бишкек-Ош, Бишкек-Чолпаната, а также по дороге в аэропорт Манас, впервые заговорили 6 лет назад. За это время его успели переименовать. С безопасного города он стал умным. Да только запуск так и не состоялся. Зато были суды, коррупционные скандалы. Только тендер по проекту проводили 3 раза. Эльнура Бекбасарова, Бакыт Кошалиев, НТС.